Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня хотелось бы затронуть очень важную тему для всех, я думаю, кыргызстанцев. И на самые главные вопросы касаемо прошлого года и вообще, какие в этом году будут приоритетные направления, с нами сегодня поговорит председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самединов. Добрый день. Спасибо вам большое, что вы уделили сегодня для нас время. Итак, 2025 год закончился. Как вы считаете вообще вот в прошлом году, как вообще вы отработали вот в авиационной отрасли? Добрый день, Эльвира. 25-й год мы, закрыли очень плодотворно. Как вы сами были свидетелями, что мы открыли последние региональные аэропорты, запустили новые рейсы авиасообщения. Также у нас начали строительство и завершаем реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструкцию аэровокзального комплекса нашей самой большой центральной воздушной гавани, это Кыргызстан, это аэропорт Манас. Также идет строительство международных аэропортов, таких как Ош, Джалабад, которые мы планируем в 2026 году закончить. А если именно остановиться по цифрам, то консолидированная чистая прибыль нашей компании составила по итогам 2025 года 5 миллиардов сомов чистой прибыли. Также мы сделали нашу государственную авиакомпанию Осман Ойл единственным оператором по заправке авиационного топлива. Также мы запустили новые рейсы по Китаю, по России. И идет у нас покупка новых воздушных судов для нашей дочерней компании Osman Airlines, которые мы будем подписывать в этом году. В марте месяце, скорее всего, мы уже подпишемся на покупку двух больших воздушных судов. Итоги года, так скажем, вообще 25-й год был очень такой контрастный, интересный и, скажем, такой успешный для нашей компании. Вот касаемо как раз-таки пополнения воздушной гавани, два самолета, какие вообще компании вы рассматривали? Скажем так, что... И на чем вы остановились? Вообще, Osman Airlines, он начинался как внутренний национальный перевозчик, куда мы приобретали, и сейчас на данный момент даже приобретаем канадского производства Dash 8 Q400. Сейчас мы во флоте имеем 3 самолета, 4-й мы на стадии подписания, и к концу этого года мы должны уже получить 4-й самолет. Касательно международных рейсов для этой авиакомпании, мы приобретаем самолеты большие из семейства Airbus 320. То есть 320 это туда в семейство входит 319, 320 и 321. Мы именно покупаем самый большой удлиненный 321, который может по географии долетать и до Европы. Почему такой берем? Потому что вы сами знаете, что мы стоим на финишной стадии по выходу из черного списка, и мы должны приобретать и реализовывать проекты с перспективой, на будущее. То есть мы сейчас, когда возьмем эти самолеты, когда выйдем из черного списка, чтобы мы могли на этих же самолетах открывать прямые рейсы хотя бы до Восточной Европы. А вот касаемо черного списка, сейчас на какой стадии? И вообще, я думаю, была очень проделана большая работа в этом плане, да? Да, со стороны нашего надзорного органа, главного регулятора гражданской авиации, была проделана действительно очень большая работа по изменению структуры, функциональности самого агентства, по обучению, по привлечению новых специалистов.
И, конечно же, по изменению нормативной базы, улучшению технической базы, команда гражданской авиации действительно проделала очень большую работу. Если я не ошибаюсь, 2 или 3 раза было предаудит со стороны Евросоюза. И сейчас мы на данный момент стоим на финишной прямой, когда Евросоюз планирует уже в мае месяце приехать с окончательным аудитом. И нет, я извиняюсь, ошибся, в марте приеду с окончательным аудитом, и в мае они уже должны дать заключение о выходе из черного май списка. для нас будет очень важен, да? Май у нас будет очень такой насыщенный. Почему? Потому что у нас стоит выход из черного списка, конец строительства, реконструкции аэропорта Манас, открытие аэровокзального комплекса, открытие аэровокзального комплекса международного аэропорта Ош. То есть очень такой насыщенный, интересный, долгожданный такой месяц, май месяц. Вот. И дай бог, вы вот сами, вот как рассчитываете, выйдем из черного списка? Выйдем. Предварительно Евросоюз говорит, что динамика очень хорошая по росту, и действительно мы выросли по всем направлениям. И самое главное, что сам президент держит это на контроле. Они это очень оценили высоко. И вот неделю назад я встречался с нашими консультантами тоже, и они тоже оценили, говорят, шансы очень большие, европейцы оценивают очень хорошо, и никаких, на данный момент мы никаких минусов не видим. А вот как вы думаете, вот последние новости о том, что Евросоюз готовит пакет санкций для Кыргызстана, не повлияет ли это? Насчет этих санкций я не слышал. Авиационная отрасль – это совсем иная отрасль. Мы к этому отношения не имеем. Это могут быть не для страны санкции, это могут быть санкции для определенных частных лиц или каких-то компаний. Насколько я проинформирован, я знаю это. А в плане государства нет никаких санкций у нас. Мы говорим перевозчикам, что у нас все соответствует. У нас взлетно-посадочная полоса полностью отремонтированная. То есть она никаких на поверхности повреждений не имеет, как раньше у нас было. Потому что большие перевозчики тоже говорят, мы когда садимся на плохое покрытие взлетно-посадочной полосы, это тоже дает на износ шасси для самолета. То есть у нас хорошая взлетно-посадочная полоса ровная. У нас светосигнальные огни новые. Мы имеем 3-ю категорию. Мы купили всю технику обслуживания для самолетов. Новую, пожарные машины, новую технику. За вот эти 3,5 года мы купили 185, если я не ошибаюсь, наземной техники на свыше 35 миллионов долларов. То есть авиакомпании это тоже очень отслеживают за этим, потому что им качество обслуживания тоже очень важно. Да? Они раз в год, все большие перевозчики приезжают к нам с аудитом. Они проверяют, да, в каком состоянии у нас техника, насколько быстро мы обслуживаем их, насколько качественно, насколько наши сотрудники компетентны в обслуживании. Вот. И вот эти по всем моментам мы должны соответствовать. И вот тогда будут, когда мы выйдем из черного списка, и европейские перевозчики тоже будут заинтересованы к нам летать. Они скажут, все, они соответствуют всем стандартам. В принципе, нету никакой опасности к ним летать. Они нас быстро обслужат, качественно обслужат и отправят. Да? То есть у авиакомпании, у самолета тоже каждая минута очень бесценна, да? Потому что самолет всегда должен находиться в воздухе. Это закон их бизнес-плана. Да? Он сколько стоит в воздухе, он столько и зарабатывает. Из-за этого большие авиакомпании, вот у нас был опыт с компанией Wizz Air даже, я могу сказать, они нам давали на разворот 40 минут. То есть самолет
После того, как его шасси коснулось взлетно-посадочной полосы, как произвел посадку, за 40 минут мы должны высадить пассажиров, почистить самолет, заправить топливом, почистить все их санузлы, вот это все, предоставить бортовое питание, обслужить по технической части самолет, и он должен взлететь. И кроме этого, у нас служба регистрации должна оперативно обслуживать. То есть, это, представляете, все нужно выйти и обратно зарегистрироваться, и вся зайти. вот эта цепочка, она должна, вот этот единый организм. И вы прошли за 40 минут? Да, мы обслуживали их, хотя не имея на то время столько техники, такую взлетно-посадочную полосу, такой аэровокзал. Вот. Сейчас мы после реконструкции будем еще больше соответствовать. Вот касаемо как раз-таки реконструкции, да, действительно, я вижу, и вообще многие, да, заметили, что расширяется, все становится такое вот симпатично, красиво, не стыдно, как говорится, вот действительно принимать людей и самой летать, да. А вообще вот какие вот новшества вы еще вводите вот на территории? Касательно самого аэровокзала, мы имеем на данный момент 39 тысяч там, с мелочью квадратных метров. Это 50 лет назад был построен этот аэровокзал. Вот. Сейчас мы имеем, например, около 30 стоек регистрации. Это включая и внутренние рейсы. Там даже до 30 вроде, 25 стоек регистрации, что ли. Вот. Всегда багажные ленты у нас проблемы были, что у нас долго пассажиры получают, когда идет параллельные рейсы, да. Были риски того, что с третьих стран и стран таможенного союза вместе выходят. Это были больше вопросы именно касательно таможенных органов, фискальных органов. Вот. И сейчас мы, учитывая все эти наши минусы, мы делаем реконструкцию. Увеличиваем аэровокзальный комплекс на 20 тысяч квадратных метров. Именно аэровокзал, он не в ширину увеличивается, не в длину, то есть, а в ширину увеличивается. И мы этим самым увеличим стойки регистрации. У нас будет 60 стоек регистрации, X2 это будет. У нас будут багажные ленты. Сколько их будет? Багажные ленты. У нас сейчас мы имеем 3 багажные ленты. У нас будет намного больше, потому что мы будем делить для третьих стран отдельные багажные ленты, там 3 багажные ленты. 3 багажные ленты будут для таможенного союза, и 2 багажные ленты это будут для внутренних рейсов. И они будут с отдельными выходами. То есть, если ты прилетел с Дубая или с Турции, у тебя отдельный выход, отдельные багажные ленты. Вот. Если ты прилетел с зоны таможенного союза, с России, там, или с Белоруссии, то у тебя отдельный выход, гейт, и для внутренних рейсов это отдельно будет. Это удобно. И удобно, и быстро. Да. И мы также устанавливаем автоматизированную сортировку багажа. То есть раньше это все, если делалось вручную, это было по времени тяжело. Были риски о том, что багаж может улететь не туда. Это в мировой практике такое происходит. Были повреждения багажа, да, то есть мы сейчас будем это все исключать, мы будем ставить автоматизированную сортировочную систему для багажа, и это будет подача и загрузка для авиакомпании будет быстрее проходить и качественнее. Но опять же это затратно. Ну, мы к этому должны идти. Мы должны вкладываться в свою инфраструктуру, свою начинку внутреннюю, чтобы мы были удобными что для пассажиров, что для наших партнеров, перевозчиков. Вот. Это вот касательно багажной ленты. Также мы устанавливаем стойки регистрации. 60 стоек регистрации будет. Это X2 уже. Будем давать для перевозчиков именные стойки регистрации. То есть у Туркиша
допустим, будет определенная, да, 5 стоек регистрации или там 10 стоек регистрации, это будет, да, брендированные. Аэрофлот. Большие перевозчики, они за это тоже нам будут платить. Как во всех странах, да? Они ставят свои стойки регистрации, будут их представители сидеть, не наши представители, их представители в своих спецформах будут сидеть и регистрировать. Также будет у нас система Fast Track, то есть человек может заранее онлайн купить услугу Fast Track, он может быстро по зеленому коридору пройти, зарегистрироваться, досмотр пройти и попасть в зону Duty Free. Вот. Еще вот такая вот новость. В зоне Duty Free мы увеличим где-то на 5000 квадратных метров. Там у нас, если вы, наверное, вы летали, наверное, замечали, у нас как на базаре было, да? И пирожки продавали, и по космическим ценам, и стихийная торговля была, то есть очень общего формата, вот этого красивого подачи, да, подачи вот этого не было, да? То есть мы сейчас будем уже фильтровать по допуску именно брендов. Не будет такой стихийной торговли у нас, будут только мировые бренды заходить. Так скажем, у нас будет Burger King в стерильной зоне. Они вот 3 дня назад как раз представители Burger King приехали к нам с аудитом. Мы им показали уже площадя, которые они могут взять. Это так как это мировой бренд, франшиза, у них есть определенные требования. И мы им все предоставили, их все устраивает, они будут заходить. Будет Босс заходить, Hugo Boss, будет Коста, мировой тоже сеть кофейни, вот они будут заходить. Так как у нас это стерильная зона будет, за это Burger King согласился. Они могут зайти, хотя у нас в Кыргызстане нету Burger King. Вот, а и в будущем, наверное, рассмотрят, чтобы может, как раз таки это будет тот самый шаг и для входа в рынок у нас, для развития. Вот, и мы будем большие бренды заводить, чтобы они же, ну как, это же мировые бренды, они соответствуют всем стандартам, качества, никаких рисков нету. Вот, и в начале мы сейчас будем на стадии переговоров, что мы с прибыли, как компания, аэропорт, будет определенную долю иметь. И оттуда тоже? Да. Есть определенная плата за аренду и определенное участие именно в бизнес-процессе, будет доля дивиденда будет получать аэропорт тоже. Вот. Это вот касательно стерильной зоны. Также у нас, если вы замечали, у нас исторически было всегда 2 гейта, которые были задействованы. Мы поставили 3-й гейт, рукав. Сейчас мы вот после реконструкции поставим 4-й. У нас теперь 4 гейта именно одновременно могут обслуживать. Вот. Также из новых напротив аэровокзального комплекса строится у нас, можете сегодня посмотреть тоже, стоянка, крытая стоянка, будет состоять из 5 этажей. Это подвальный этаж, 1, 2, 3, 4 этаж. Будет иметь 650 мест для парковочных мест. Мы до этого в аэровокзальном комплексе, прям у входа мы имели около 250, а это X3, 650 мест. Это удобство, это безопасность. Человек может улетать куда-то, оставить здесь машину. Ну и платить как за стоянку. Да, и платить. Автоматизированная полностью стоянка будет. Будет иметь всю необходимую инфраструктуру. Будут лифты, будут эскалаторы, будут и это все планируется к маю месяцу? Да. Ну, мы уже сейчас половину закончили, будет все. Вот. И с этого парковочной стоянки крытой
человек может сразу попасть по галерее в аэровокзал, не выходя на улицу. Он сразу машину удобно. поставил, на лифте поднялся до 4-го или до 3-го этажа, где у нас сейчас будет проходить галерея. И крытая, хорошая галерея, теплая, и по нему Спокойно идти уже на посадку. идти и попасть в аэровокзальный комплекс, оттуда пройти регистрацию и попасть уже в зону посадки, да? В стерильную зону duty free. Вот такие вот у нас изменения будут. А вот касаемо Манас-2. Манас-2 – это второй терминал, был зал официальной делегации. Там тоже у нас идет полным ходом реконструкция. Там был недавно еще ремонт, да, у вас? Да, мы сделали ремонт. Сейчас мы не все закончили. У нас есть зона зала официальной делегации и есть у нас зона для приема высокопоставленных первых лиц стран. Торжественный зал большой. И эти залы, вот это все у нас сейчас идет полная реконструкция. А касательно нашего бизнес-центра, это у нас есть участок по Манаса, не доезжая по Манаса Бакамбаева. Вот. И этот участок принадлежит нашей компании, и мы сейчас совместно с китайскими инвесторами, на днях у нас было подписано соглашение о совместной деятельности. Сумма проекта где-то $25 миллионов. Вот. Примерно ориентировочная сумма. Будет бизнес-центр называться «Авиатор». Сейчас проект покажет, но приблизительно по эскизному проекту мы видим где-то от 20 до 25 этажей. Данный комплекс будет иметь офисные помещения, отель, развлекательные центры, имеется в виду кафе, рестораны, бары. Вот. И самая главная фишка – это будет на крыше иметь инфраструктуру для посадки вертолетов. Одного вертолета. Вот. И я думаю, данный бизнес-центр будет привлекателен и для наших партнеров иностранных, которые имеют здесь представительство, тот же Turkish Airlines и все мировые перевозчики, чтобы сидели в одном месте. Мы хотим всех участников, которые существуют внутри авиации, да, чтобы их объединить и создать условия, да, чтобы они могли... Они в любом случае тратят средства для аренды, а мы хотим, да, объединить все в одном месте. Данный бизнес-центр будет называться бизнес-центр «Авиатор». А на Иссык-Куле у нас есть земля, если не ошибаюсь, около 10 гектаров. Есть своя пляжная зона в правильной форме, но мы туда хотим без участия инвестора, хотим сами реализовать. Да, за свои средства, в принципе, у нас есть средства. Это будет, мы будем там объединять и закрывать социальные вопросы для наших сотрудников, то есть в сезон, чтобы они могут отдыхать, да. И на этом проекте мы должны еще и зарабатывать. То есть данный проект будет называться у нас «Авиатор Резорт». Вот, он будет уникален тем, что также на Иссык-Куле все отели, они как бы названия разные, а одно и то же, да, для всех предлагается. А мы хотим зайти именно со своей тематикой, с авиацией. Самолетами, да. Мы хотим, у нас есть в собственности большой самолет, широкофюзеляжный, дальнемагистральный. Это очень большой самолет, там с квадратурой около, если не ошибаюсь, 350-400 квадратных метров чистой площади. Это очень большой самолет. Но он списанный, давно уже стоит. Мы хотим данный самолет отреставрировать, отвезти в этот пансионат, да, там собрать и сделать из нее ресторан хороший. Чем еще будет уникален наш резорт? Будет уникален тем, что в корпусе, который мы хотим построить,
в каждом номере будет присваиваться определенный тип, модель самолета. То есть вы попадаете в номер, там, так скажем, 515, у вас присвоен там модель самолета там Ил-76, да, допустим, или Ту-154, или там Airbus, там 3 семерки, да. Заходите, и в вашем номере вся информация про данный самолет. Будут картины висеть, когда выпущен этот самолет. То есть и будет еще познавательно. Обязательно, обязательно. Вы будете узнавать, какие были в период эксплуатации данного самолета какие-то исторические моменты, связанные с этим видом самолетов. Спасибо вам большое. Действительно, сегодня была очень плодотворная беседа. Я думаю, что многие удивятся о масштабных планах, но они все реализуемы, и поэтому будем следить за вами и освещать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.